Убийством 60-летнего мужчины закончилось праздничное застолье в одном из садовых товариществ Казани. Как считает следствие, 3 человека, супружеская пара и их знакомые в доме последнего отмечали Международный женский день. Но в какой-то момент между хозяином жилища и его гостями произошел конфликт. Женщина схватилась за нож и ударила потерпевшего в спину. Сегодня ей избрали меру пресечения. Какое решение вынес суд и как объясняла свое поведение подозреваемая в убийстве? Ответы на эти вопросы в репортаже Айрата Назипова. 47-летняя Ирина Парамонова полностью раскаялась и признала свою вину. Женщину задержали по подозрению в убийстве своего 60-летнего знакомого, к которому она вместе с супругом пришла в гости отметить Международный женский день. Очень скоро праздничное застолье превратилось в кровавое побоище. По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта 2020 года в ходе совместного распития спиртного в одном из дачных домов поселка Майор Царицына между обвиняемой и ее знакомым произошел конфликт, в котором она нанесла 2 удара ножом в спину потерпевшего, от которых тот скончался на месте преступления. Прибывшие на место полицейские надели наручники как на подозреваемую, так и на ее мужа. Позднее мужчину отпустили. К убийству он был не причастен. Изначально на допросе женщина пыталась возложить ответственность за произошедшее на своего супруга, но позже призналась, убила потерпевшего сама. Объясняла тем, что он начал к ней приставать и склонял к интимной связи. Сегодня следователь просил суд отправить подозреваемую за решетку на 2 месяца. Сторона защиты была против и хотела добиться для нее более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Парамонова на сегодняшний день активно способствует расследованию данного преступления. Поэтому считаю, что у нее оснований каким-либо образом скрываться, либо воспрепятствовать производству органа предварительного следствия на сегодняшний день не имеется. Подозреваемая также просила суд о домашнем аресте. Женщина раскаялась в преступлении и во время перерыва поделилась некоторыми подробностями той роковой ночи. В хороших отношениях с ним были? Да. А первый раз было такое, что он к вам приставал? Да. Вы просили его прекратить, он все равно продолжал? Конечно. В итоге суд арестовал женщину на 2 месяца. За решеткой она пробудет как минимум до 9 мая. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.